Чеченская сторона отказалась решить территориальный спор по шариату во время переговорного процесса между Ингушетией и Чечней по территориальному размежеванию в 1992 году при Дудаеве. Из книги Бексалта Сейнараева «На трудном пути создания Ингушской республики». При распаде ЧАСР на два субъекта, Чеченскую и Ингушскую республики, остро встал вопрос о территориальном размежевании. В конце 1991 года в Ингушетию прибыла на нескольких автобусах большая чеченская делегация во главе с председателем Мекхел Чеченской республики Ичкерия Сейтахмадом Адизовым. В здании райисполкома Сунженского района состоялась встреча этой делегации с представителями Ингушетии. На встрече от ингушской стороны присутствовали имам мечети станицы Орджоникидзевской, председатель Народного совета Ингушетии Бексолт Сейнараев и другие. В своем вступительном слове Сейнараев приветствовал делегацию братского чеченского народа. Он подчеркнул, что рад прибытию такой многочисленной делегации, поскольку это обнадеживает, наконец, представится возможность прорвать блокаду в средствах массовой информации Чечни и довести до простого чеченского народа аргументированную и четкую позицию Ингушетии по размежеванию территории между Чечней и Ингушетией. Дело в том, что средства массовой информации Чеченской республики были для нас, ингушей, в то время совершенно недоступны. Мы не имели ни малейшей возможности излагать чеченскому народу свою обоснованную и скромную позицию по данной важной для наших народов проблеме. Далее Сейнараев сказал, в чем, по его мнению, необоснованность и несправедливость требований чеченских лидеров в определении границы по состоянию на 1934 год. Глава чеченской делегации председатель Мекхел Чечни Сейтахмад Адизов не согласился с позицией ингушей. По его мнению, граница между сторонами должна быть определена такой, какой она была в 1934 году, когда Чеченская и Ингушская автономные области были объединены. В связи с изложенным ингушский народ сформировал делегацию для ведения переговоров по шариатским канонам и, таким образом, наконец, решить проблему территориального размежевания между Ингушетией и Чечней в шариатском суде. В состав ингушской делегации вошли наиболее подготовленные и известные богословы Ингушетии, крупные ученые-историки, а именно, Муцольгов Осман Ахлович, имам, председатель шариатского суда, руководитель делегации, Муталиев Тимерлан Хаджибекарович, историк, профессор, Грозный, Мужухоев Макшарип Багаудинович, доктор исторических наук, профессор, Грозный и другие. В начале января 1992 года в городе Грозный состоялась рабочая встреча руководителя ингушской делегации имама Османа Хаджи Муцольгова и ряда имамов мечетей сел Ингушетии с руководством Мекхел Чечни Сейтахмадом Адизовым и в муфтияте с муфтием Чечни Арсанукаевым Махмад Баширом Тасуевичем, человеком объективным и высокопорядочным. На предварительных встречах ингушская сторона аргументировала факт принадлежности Ингушетии территории трех районов Назрановского, Малгобекского, заселенного в основном ингушским населением и Сунженского, за исключением села Серноводское, заселенного в основном чеченцами. Позиция ингушской стороны заключалась в том, что на Северном Кавказе границы, особенно в первые годы советской власти, менялись часто по усмотрению органов советской власти, произвольно, без учета воли проживающих там народов. Все решала другая воля политическая, партийная. Кырстадал, власть попросту реализовывала очередной замысел, согласно которому либо создавался, либо, наоборот, упразднялся тот или иной административный округ, либо соединялся с другим, соседним. Территория обитания этноса, сложившаяся на протяжении веков, так легко меняться не может. Рано или поздно волевые решения и произвольные действия властей по отмене старых границ или нарезке новых дают о себе знать. В нашем случае необходимо было учитывать, в каких границах Чечня вошла в состав Горской автономной Советской Республики и в каких она вышла из нее в 1922 году, в каких границах она существовала до 1929 года,
Когда советская власть ее объединила с Грозным и образованным в 1924 году Сунженским казачьим округом с ингушскими селами, переименованными царской властью в казачьи станицы. Исторический подход в решении проблемы границ необходим был для того, чтобы разобраться в проблеме во всей ее глубине и сложности, и только потом вынести взвешенное и справедливое решение. Всего 4 года, с 1929 по 1933 год, Сунженский район с ингушскими селами входил в состав новой объединенной с городом Грозным и Сунженским казачьим округом Чечней, а во все остальные годы советской власти это территория единой Чечни-Ингушетии. Руководитель ингушской делегации Осман Хаджи Муцольгов поручил члену делегации Баматгирею Ильясовичу Гандалоеву поехать в город Грозный и передать руководству Мехкхел Чечни официальное приглашение ингушского народа чеченской нации для разрешения в шариатском суде всех вопросов территориального размежевания между братскими народами, ингушами и чеченцами. В Грозном во дворце президента Чеченской Республики Гандалоев встретился с руководителем Мехкхел Сейт Ахмадом Адизовым во время заседания Мехкхел, на котором присутствовало не менее 50 человек, и передал приглашение на рассмотрение территориального спора между Чечней и Ингушетией по канонам шариата. Чеченской стороне было предоставлено право выбирать место рассмотрения спора. Это могла быть либо Чечня, либо Ингушетия. Чеченская сторона в ответ на указанное приглашение заявила, что им нужно посоветоваться с президентом Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым, на что необходимо время. 3 дня. Прошло 3 дня. По истечении согласованного срока Гандалоев обратился за ответом. Председатель Мехкхел Чечни Адизов сообщил, что президент Чеченской Республики Ичкерия Дудаев не согласился с передачей спора на разрешение шариатского суда и в связи с этим предложение ингушской стороны по указанной проблеме отклоняется чеченской стороной. Получив указанный отрицательный ответ, Гандалоев сообщил чеченской стороне, что имам Осман Хаджи Муцольгов просил передать руководству Мехкхел Чечни и муфтияту Чечни, что в случае отказа от приглашения на основе шариата разрешить спорные вопросы им необходимо будет заново имадыла, то есть принять ислам. Данный вывод основан на положении ислама о том, что, если ответчик категорически отказывается от предложения ИССА разрешить спор в шариатском суде, то он является муртадом, вероотступником, то есть выходит из ислама. Вот так завершился переговорный процесс по территориальному размежеванию между Ингушетией и Ичкерией в 1992 году при Дудаеве.